Задолго до начала грозной битвы 9 было понятно, это будет грандиозное шоу. За час до начала зал уже переполнен. Болельщики в ожидании спортивного праздника. Бойцовский клуб «Ахмат», несмотря на короткий срок с момента основания, сумел представить публике атлетов с громкими именами. Однако сначала спортхолл «Колизей» предстал как арена других сражений. Работники культуры представили вниманию местной публики и гостей, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров, действующий чемпион UFC Фабрисио Вердум, знаменитые кикбоксеры Бадр Хари, Забит Самедов и прославленный чеченский спортсмен Абдулкарим Эдилов. Сценический номер. Официальная часть открытия позади, и в октагон спортхолла «Колизей» начали выходить спортсмены. Файт-кард насыщенный, 18 боев. Дебютантов, за исключением пары спортсменов, здесь почти нет. Один из них – Шамиль Саламов. Это его профессиональный дебют. И уже в середине первого раунда Шамиль завершает поединок удушающим приемом. Задушит. Здорово! Это прекрасная, яркая победа! Посмотри, как он радуется! Посмотри, дебют! Зрелищным получился и поединок Асламбека Мусаева и Девара Видовича. Представителю бойцовского клуба «Ахмат» хватило 36 секунд, чтобы точным ударом отправить в нокаут своего сербского оппонента. Подписчик, попадание! Молодец! Поздравляю! Супер! Менее 2 минут хватило и Абубакару Вагаеву, чтобы после пропущенного тяжелого удара добить своего оппонента из США Дэвида Кастилла. Хасану Асхабову предстояло противостоять опытному джиу-джитсеру из Бразилии Серхио Риосу. Бой продолжался все 3 раунда. Преимущественно он проходил в партере. Но боец, представляющий клуб «Ахмат», все же сумел перехватить инициативу в свои руки и одержать нелегкую победу. Yes, I'm very happy part of the Ahmad team now. Я очень счастлив, что подписал контракт именно с «Ахмат». Уже я начал презентацию. Я хочу доказать всему миру, что «Ахмат» клуб, он самый мощный. Меньше минуты хватило и Салману Джамалдаеву, чтобы одержать свою очередную победу. Тяжелым правым боковым он отправил в нокаут представителя Соединенных Штатов Алонсо Мартинеза. Хусейн Асхабов также провел тяжелый поединок. Все 3 раунда ему пришлось навязывать опытному голландцу Дуэйну Ван Хелварту свой рисунок борьбы. И раздельным решением судей боец клуба «Ахмат» одержал очередную победу. «Ахмат» клуб в организации, он занимает первое место. Я бывал во многих организациях, которые организовывали такие мероприятия. Но как «Ахмат», такое грандиозное мероприятие и организация я не видел. Для меня не проблема приехать именно в Чеченскую республику, потому что Рамзан Ахматович, он мне дорогой друг, брат. Чеченская республика стала для меня вторым домом. Майнкарт представил вниманию зрителей 7 поединков. Рахман Дудаев начал поединок с размена и с первых секунд завладел преимуществом, но завершить бой в первом отрезке не удалось. К концу второго раунда его оппонент из Бразилии Карлос Перейра отказался продолжать бой. Юнусу Евлоеву пришлось все 3 раунда биться против бразильца Оливейра. Он также одержал победу раздельным решением судей. Как всегда, организация на высшем уровне, на самом деле. С каждого раза замечаешь элементы такие маленькие, которые растут, вот, и все лучше и лучше становится. В скором времени вообще по всему миру, не только вот у нас в Грозном, но и во всех странах мирового уровня, когда будут бои проходить, там же будут проставлять бойцы клуба «Ахмат». Первое обидное поражение потерпел Зураб Бетиргараев. Его соперник из Бразилии понял, что в стойке ему не переиграть бойца клуба «Ахмат» и полез в партер. Здесь Зураб допустил досадную ошибку, и Леонардо Родригес мгновенно согнул ноги в треугольник и провел удушающий прием. Поражением нашего спортсмена завершился следующий поединок. Арби Мадаев после пропущенного тяжелого удара ногой в голову не смог все-таки отразить добивание греческого спортсмена Андреса Михайлидиса. Реабилитировал положение Беслан Ушуков. Прижав к сетке оппонента, он ударом колена заставил рефери остановить поединок. Хорват проиграл техническим нокаутом. Во время тренировки опыт каждый мелочь, во-первых, дополнительный опыт во время боя использовать прием, болевой,
Шамиль Завуров, боец клуба «Ахмат», встречался в этот вечер со своим ярым противником. Для Шамиля это принципиальный поединок. Швейцарец Ясубей Энамото дважды побеждал нашего атлета. Оба бойца продемонстрировали силу воли, проявили характер и сражались на максимуме своих сил. Каждый стремился одержать победу. В начале первого раунда ни у кого не оставалось сомнений в победе Шамиля. Но Ясубей сумел выдержать шквал ударов и завершить поединок под занавес боя удушающим приемом. Этот бой, несомненно, стал одним из самых ярких боев года. Уважаемые гости, друзья, мы вас всех приветствуем, рады вас видеть. Вы все нам близкие братья, нашему дорогому, уважаемому Рамзану Ахматовичу. Все, что сегодня делается в Чеченской Республике, все, что наши гости, мы все видим это все благодаря Всевышнему и Ахмату Хаджи-Кадырову. Не менее зрелищным оказался и следующий поединок. В 2009 году Максим Гришин проиграл бразильцу Хоакиму Феррейра болевым приемом. Но в реванше Гришин не оставил сопернику никаких шансов, переборов его во всех аспектах. Феррейра не смог противопоставить ничего ни в стойке, ни в партере. К концу третьего раунда судья остановил поединок. Поединок в тот момент, когда просто и здесь останавливает уже бой. Все-таки и Макс забил. Бойцовское шоу «Грозная битва» проводят уже в 9-й раз. С каждым новым этапом интерес к нему растет все больше. Главный инициатор грандиозного файт-шоу Рамзан Кадыров дал интервью телеканалу Live News. Бои очень интересные, поэтому мы вначале приехали туда, потому что нам все бои интересные. И я думаю, что чем дальше, тем зрелищнее будут. Мы сегодня ждем от нашего легендарного чемпиона Лечи Курбанова красивый нокаут. И, наконец, главный бой вечера. Легендарный чеченский спортсмен Волк Ичигеки Лечи Курбанов в своем дебютном бою по смешанным единоборствам выходит на поединок с ветераном UFC, опытным американцем Тревисом Фултоном. Все замерли в ожидании. В начале поединка болельщикам продемонстрировали ролик. Несмотря на возраст, Лечи Курбанов находится в отличной физической форме. Каждый день он усиленно тренировался и подошел к бою в оптимальной форме. Этот бой назвали «Возвращение победителя». За плечами Курбанова не один десяток победных участий на всевозможных чемпионатах России и мира. Он победитель чемпионата Японии, является обладателем титула абсолютного чемпиона мира Ичигеки. Лечи Курбанов и в клетке попытался эффектно выполнить свою знаменитую вертушку, но не достал до цели. Бой проходил в стойке. Понятное дело, бойцу клуба «Ахмат», ударнику, не стоило переводить бой в партер. Целых 3 минуты он обменивался ударами с соперником. Зал наблюдал за поединком стоя, ведь возвращения чемпиона ждали все. Оба бойца закончили поединок на ногах, но на второй раунд один уже не вышел. Тревис Фултон не может продолжить поединок, и это победа, та самая желанная. А помощник Лечи Курбанов выделял. Лечи, да, ему отлично оценивает. Самый лучший, надо лучшего Лечи, самый лучшего Лечи. Лечи, да, Лечи, Хамид, он бесполезен, удар, он все равно откажется. Я потому что знаю его удары, Лечи сделал свое дело. Он ударил и соперник отказался. Ну, Лечи, на самом деле, болельщик с Масара, попросили Лечи Курбанова, чтобы он вышел, показал, соскучились по нему, он болеет за него, не только в Чеченской Республике, России, но во всем мире. Поэтому Лечи сегодня показал такой хороший бой, это первый бой его. Я думаю, что если мы попросим еще раз Лечи, то пока еще раз, ну, Лечи уже семейный, взрослый человек, помощник главы республики, курирует спорт, поэтому ему надо расти с чемпионом. И сам он доказал, что он вечный чемпион. Грозную битву 9 транслировали в прямом эфире каналы «Боец», «Бойцовский клуб», ЧГТРК «Грозный», а основную часть поединков показывали и на канале «Россия-2». Трансляция продолжалась 7,5 часов, рекордный отрезок времени за всю историю международных турниров. Ислам Магомадов, Руслан Яхяев, Тамерлан Арсанукаев, Джамалел Хаджалиев. Новости.